Здравствуй, дорогой Гарри. Что с тобой приключилось? Почему нет ответа на мое письмо? Неужели ты во власти болезни? Или просто нет времени, а главное, нет настроения? Меня это очень волнует. Пожалуйста, только не болей. Живи, трудись, давая людям радость и путевку в жизнь. Ведь это твоя великая миссия на нашей грешной, неугодной земле. Будь здоров и весел. Это письмо так и не дошло до своего адресата. Его автор, Феврония Баишева, узнала о смерти своего друга и не отправила эти волнительные строки. Именно на нем закончилась эпопея любящей человеческой души. Это такая трагедия. Но, тем не менее, вот мы оттуда и переписывались, всю жизнь переписывались. В этой стопке пожелтевших от времени писем, обвязанных шелковой лентой, написана вся история жизни двух выдающихся музыкантов. В письмах раскрывается вся душа, выливаются на лист белой бумаги надежды, мольбы и признания, которые в конечном итоге принимали лишь образ букв. Потому что двум любящим сердцам так и не суждено было построить семьи, вырастить детей и просто познать счастье обычного человека. Жизнь подкидывала одно испытание за другим, так и не дав им насладиться друг другом. Наверное, поэтому всю энергию они отдали работе. Музыка была их спасением. Музыка – это мой хлеб, моя жизнь, моя душа, моя любовь. Да, вся моя жизнь. Якутия, 30-е годы. Девчушка из многодетной бедной крестьянской семьи переживала немыслимые испытания, пропуская через себя всю горечь, которая выпала на хрупкие плечи Февронии. Мама умерла, когда было мне 6 лет. Потом, когда в 6 классе была, сестра умерла старшая. Да, в детстве очень мрачное было. Папа был инвалидом. В то время, оказывается, это Новый год встречали богачи. В санях, много лошадей. И они взяли его как кучера. Так случилось, что в этот трескучий декабрьский день папа обморозил обе руки. В семье было много младших братьев и сестер, и все обязанности по дому выполняла маленькая Феня. Одно утешало ее – это активная школьная жизнь. Школа для меня была вообще все, поскольку и самодеятельность, все я училась хорошо. С папой всякие праздники мы там танцевали, а папа всегда ждал, пока мы не кончим танцевать. Он смотрел, любовался, Господи. Я помню, он только был, я такая счастливая была, сижу, думаю. Ну и у меня была мечта куда-то вот полететь, учиться. Так юная Феврония, исполняя мечту отца стать врачом, после окончания семилетки в 1940 году поступила в Якутскую фельдшерско-акушерскую школу. Но после того, как учебу объявили платной, она вынуждена была бросить учебное заведение. И в это время параллельно шел набор в студию Якутского театра, которая создавалась Марком Николаевичем Жирковым, первым якутским композитором. И Феврония Алексеевна вместе со своей подружкой случайно оказалась вот на этих прослушиваниях. Она вообще-то шла в балет, но получилось так, что когда вот ее прослушивал Василий Попов, это хормейстер, который очень известный, вот из России приехал на 40-е годы, работал в Якутии, он предложил ей вот пойти в хор. Я впервые увидела этот черный рояль, думаю, что за звуки? Он мне дает звуки, и повторять, видно, дает. Я еще тогда не очень хорошо понимала по-русски, да. И вот я заглядываю, что за звук оттуда выходит, чего? Мне было интересно. Крыша-то открытая, поет, вот видно так петь, а у нее такой низкий бас, а я, у меня ничего не выходит. Не выходит. Потом вдруг слышу за столом, видно, еще комиссия сидела, женский голос пропел высоким звуком. Я поняла.
И вот стала я проверять, петь так. Тогда он меня очень мучил. Оказалось, мы приняты. Мы так удивились, я не знаю, откуда мы знали, обнялись и говорим: «О, солистка, хористка Погорелова театра Диди». Вот смеялись, обнимались, ужасно. От радости так хохотали, я даже не пойму, откуда мы такие слова знаем. Для нее, вот ее педагоги, и сам Марк Николаевич, и потом Василий Попов, который приехал после Московской консерватории, это были боги, которые знали, как должны сливаться голоса, как это все слышать, как она удивлялась, как они слышат фальшь. Там из 40 человек один сфальшивает, они это слышат. И молодых вот слушательниц учили музыке, пению, грамоте. Это музыканты, которые приехали из Москвы. Довольно быстро освоила. И вот когда в хоре пели, мы по партии, ноту там написано, я старалась, в общем, усвоить это все, действительно так. Вскоре в Якутске стали набирать студентов для направления в центральные учебные заведения. Так, после долгой и нелегкой дороги Феврония оказалась в Свердловской консерватории. Перешептывается, я подумала: Господи, папа мне говорил, тебе будет и голодно, и холодно. Но отпустил он меня. Ну, твоя жизнь впереди, моя жизнь позади, конечно, я удержать не могу. Я это вспомнила, и прямо чуть плача не стою чуть не плача. Думаю, вот такую даль примахнула, мне негде уже учиться, да. Ну, потом это очень седовласый человек сказал: девушка, вы приходите завтра. Ну вот я, конечно, пришла, но это мне очень показалось, такие слова хорошие, Господи, надежда какая-то. Меня неподготовительные курсы взяли. Ну, в общем, короче говоря, здесь я 2 года училась и поехала потом в Москву. И она решила все секреты этой специальности узнать и прошла весь курс от первого до последнего. И она, кстати, дирижировала свой дипломный спектакль уже в 1957 году. В 1958 году, вот в декабре прошли эти вечера, и она уже со званием, почетным званием заслуженный артист РСФСР сдавала свой экзамен. И страшно волновалась именно за это. Лучше бы я была не тем, я бы свободнее бы себя держала. А тут надо было подтверждать, что не все в комиссии имеют такие почетные звания. А она, вот студентка, уже получила. Она так переживала на этот предмет. И вот старалась поэтому выложиться даже не на 100%, а сколько есть, там еще и больше. И поэтому она всю жизнь вот так вот трудится. Окончив Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и вернувшись на родину, Феврония Алексеевна стала работать в комитете по радиоинформации, впоследствии главным хормейстером и художественным руководителем хора Госкомитета по телевидению и радиовещанию. Именно тогда и произошла судьбоносная встреча, перевернувшая жизни 2 влюбленных сердец, бьющихся в один такт. Она женщина очень красивая, высокая в молодости, очень пропорционально сложенная, с большими такими лучистыми глазами, роскошными волосами. И вот представьте, приезжает вот такая красавица. И действительно, молодая Феврония резко выделялась среди своего окружения и внутренним одухотворенным сиянием глаз, поворотом головы и удивительной аристократичностью. И когда в ее жизни появился музыкант, хормейстер Герман Перельштейн, она среагировала не только на его необычное имя, но и почувствовала, как между ними прошли какие-то токи. Мы встретились, полюбили. Вручил он пианистом был. Мы вместе работали на радио. Это такое счастье было. Действительно казалось абсолютно, вот не было солнца, такое впечатление. И мне показалось, солнце вышло и уже не уходило. У Германа Годовича жизнь была, знаете, совершенно сказочной в детстве. Это еврейский мальчик из каунасской богатой семьи. Всю жизнь он знал 4 европейских языка, читал, писал на них, да, изъяснялся тем более. Он играл на инструментах, причем рояль просто замечательно играл. И вот началось переселение литовцев с родины
в неизвестном направлении. Представляете? Летом их за один день погрузили в грузовые вагоны и повезли неизвестно куда. Где-то останавливались в Сибири, где-то нет. И, в общем, довезли их в результате до Лены, погрузили в баржу и на север, на южный берег Северного Ледовитого океана, в село Кюсюш, рядом с этим вот, да, и выбросили поздней осенью уже снег, и уехали. Тут очень много, когда я приехала в 1951 году, уйма было поляков, переселенцы, спецпереселенцы. Они все под контролем. Каждый месяц они отмечались в органах. Его сослали на кирпичный завод. И вот представьте, такой рафинированный молодой человек, который должен нести свет музыкальных знаний, оказывается вот плохо одетым, вот, ну, фактически на лютом морозе. И она ходила, оббивала пороги всех этих вот инстанций, учреждений, и добилась таки, чтобы его перевели оттуда поближе к городу, чтобы все-таки облегчили прохождение, вот, отбывания этих повинностей. И действительно, там просто за то, что ты общаешься с человеком, уже могли, как неблагонадежного человека, по доносу, по навету посадить в тюрьму и так далее. Она не боялась, потому что ею двигало то чувство, что если не она, то кто сможет помочь. И она воспринимала его как коллегу, ну, впоследствии как любимого человека. Я считаю, что с ее стороны это тоже большой нравственный, такой социальный подвиг, потому что иметь свое мнение тогда могли не всякие люди, а только те, кто действительно считал, что он может. Но, тем не менее, вот мы оттуда и переписывались, всю жизнь переписывались. Он потом в Литву уехал, в Свердловск, а потом в Литву уехал, все переписывались. Потом он уехал в Америку, Америка, старший брат, он жил там. Вспоминая прошлое, я часто испытываю сожаление, что многое в наших взаимоотношениях было недосказано, не доведено до определенной черты, а может быть, в этом был смысл, какой-то рок. Наша судьба не претерпела никаких возможных разочарований. Мы до сих пор, хоть друг от друга далеки, ценим нашу дружбу. Вернувшись после смерти Сталина на родину, он окончил хоровое, там, получил диплом хорового хормейстера, организовал детский хор мальчиков Ажа-Люкас, Дубки. Но сначала он был еврейским чисто хором, а потом, значит, и литовским тоже. И вот этот республиканский хор объездил всю Европу с ним вместе. Самое важное все же для меня было то, что я своими глазами увидел, что выросло из моего дела, как популярен Ажа-Люкас, как его любят и как ценят его воспитанников. Такую радость иметь при жизни – это большое счастье. Вот, похвастался. Больше не буду. Но ведь с друзьями надо делить не только горе. Ведь испытанная радость является тоже даром, не так ли? Обнимаю, Гарри. Гарри, давно уже ставший уважаемым в мире музыки Германом Годовичем Перельштейном и добившийся невероятного успеха и у себя на родине в Литве, и за границей, часто в письмах к своей верной подруге делился мыслями о жизни и о работе. То же самое делала и его Феня. Она была прежней, все той же любящей, как в молодости, девушкой. Правда, в Якутии она уже была женщиной-легендой, сумевшей достичь всех музыкально-культурных высот. Она стала первым профессиональным хормейстером республики. Сегодня Феврония Баишева – заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Республики Саха-Якутия, отличник телерадиовещания и отличник Всероссийского хорового общества.
Гарри, вот уже прошел 96-й год и наступил новый. Я от души желаю тебе, чтобы он был для тебя счастливым и, главное, тебе хорошего здоровья, тепло души человеческой. Я в конце августа, начале сентября был в Литве. Конечно, встречал, и радости не было конца. Встречал друзей, бывших воспитанников, коллег и власть имущих. Со всеми были великолепные встречи, объятия, слезы радости. Как бы я хотела из твоих питомцев кого-нибудь к нам художественным руководителем. Но кто может согласиться на такие условия жизни и работы, которые у нас есть? Не выдержит. Прошла уже вечность с тех пор, как я тебе в последний раз писал. За это время масса событий произошла. Во-первых, я успел с ребятами быть на гастролях в Чехословакии. Имели большой успех, и поездка была очень интересной. Все же в нашем искусстве есть радостное явление. Наш Борис Годунов стал оперой года по всей России. Выбран из 40 опер-театров России. Это очень приятно. Ну вот, друг мой дорогой, держись и пиши. Насчет моей поездки в США с помощью твоего приглашения пока откладывается. Мне надо собирать средства. Австрия светится на собственные деньги, так что в этом году не получится. А мне очень хочется увидеть эту страну. После хотелось и тебя пригласить. Ну, будь здоров. Слушаем записи о Жо Люкаса «Какое чудо». Целую, твоя подруга вечная, Феня. И вот через несколько лет его позвали на какой-то юбилей, оплатили проезд из Нью-Йорка в Вильнюс, и еще вот позвали Фиронесяна Большого. И вот они сидели рядом, они там с белоснежными волосами, да, ну не сказать старика. Они прекрасные люди и в таком преклонном возрасте, и души их живы, столь же подвижны. Она всегда говорила о том, что больно было то, что им не разрешали. Вот, они не сами расстались, а может, они и расстались бы, да? Но она говорит о том, что вот нас упорно, очень грязно подозревая во всех грехах, просто препятствовали их дружбе, любви. Вот это вообще, конечно, ужасно. Дорогая Феня, большое спасибо за твое обстоятельное письмо. Когда пишется, в основном нету новостей. Англичане говорят, это хорошие новости. Никогда не надо жаловаться на относительно устойчивое хорошее положение. Рад, что браслет тебе понравился. Твоему приезду сюда я был страшно рад, но я боюсь, что не могу тебе еще точных своих планов сообщить. Еще раз благодарю за твой приезд. Это была огромная радость. Только ужасно сожалею, что все было так коротко. И у меня перед глазами такой благородный пример якутского интеллигента, который сам себя выстроил, сам себя, значит, держит в такой форме. Вот такой труженик, такой просто фанатик. И вот как-то я спросила раз ее, а чем вы представляете свой хор? Она говорит, оркестром человеческих голосов. Вот, и она на нем играла всю жизнь и добивалась потрясающих звучаний, репертуара. Оркестр человеческих голосов. Как красиво сказала, как кропотливо создавала, как достойно представляла своих подопечных. Многих своих воспитанников вывели в свет и она, и он, Феврония и Герман. Дуэт одиноких сердец, так никогда и не прозвучавших в унисон. Ни тот, ни другой не создали своих семей, не обзавелись детьми. Их дети — это их письма. В них столько значимости, переплетенной с дыханием суровых будней и нежным биением сердца. Каждая строчка проникнута верой и поддержкой, заботой и трепетом. Не это ли истинная любовь? У меня настроение паршивое, как-то муторно на душе. Всегда вертится такая мысль в голове. Ты ведь все.
Остальное суета-сует. И кому оно нужно? Твой Герман. Пиши. Это признание в любви, так никогда и не сказанное Германом вслух, хранится в душе Февронии Алексеевны и по сей день. Она так и не смогла его разлюбить, пожертвовала всем. Многотысячное расстояние не помеха для настоящих и искренних чувств. Сегодня 93-летняя Феврония Алексеевна и до сих пор ведет активную культурно-просветительскую деятельность, пишет книги и записывает диски. Музыка – это мой хлеб, моя жизнь, моя душа, моя любовь. Да, вся моя жизнь. Феврония Баишева особенно крепко держала в своих руках две вещи – дирижерскую палочку и обыкновенную ручку. Благодаря первой она управляла большим коллективом, а второй – своей личной жизнью, которую она прожила как главная героиня эпистолярного романа.